26 лет прошло с момента страшной трагедии, произошедшей над высокогорным селом Лата. Но для родных погибших боль утраты все так же не стихает, и время не лечит. С самого утра люди со всех концов Абхазии несут цветы, свечи, игрушки и сладости к братской могиле в городе-герое Гудаута, к месту захоронения жертв латской трагедии. В этот день скорбит вся Абхазия. Декабрь 1992 года был одним из самых сложных месяцев Отечественной войны народа Абхазии. В тылах воюющей Апсны не было света, тепла, продуктов питания. Но тяжелее всех было блокадному Тхарчалу. Единственным способом связи с внешним миром была авиация. Спасаясь от голода и холода, люди семьями летели из Тхарчала. Но враг был беспощаден даже к ним. У нас в этом вертолете погибли 8 человек наших очень близких. 2 мои невестки, по 2 детей, у них 4 наших племянников, племянниц, тетя, мамина сестра со своим ребенком. 8 человек. Очень тяжело об этом говорить нам до сих пор. Невозможно передать всю боль и отчаяние, страх и ужас, которые испытали в тот злосчастный зимний вечер не только родственники погибших, но и весь народ Абхазии. И сколько бы лет ни прошло с момента страшной трагедии, жестокого убийства ни в чем не повинных маленьких детей и женщин, этот день для всей Абхазии останется днем памяти и скорби. Выступавшие на митинге памяти жертв латской трагедии отмечали, что трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с жестоким врагом. И мы выстояли и победили. Мы помним подвиг героев, склоняем головы в память о невинно убиенных. — 14 декабря 1992 года в новейшей истории Абхазии навсегда останется одной из самых тяжелых и трагических дат. Память о жертвах латской трагедии вечна. Часовня, которая будет построена в Гудауте на месте захоронения жертв трагедии, станет символом вечной памяти народа. Алика Трапш, Инала Гухава, Абхазское телевидение.